В начале XX века татарские просветители, да и простые люди начали задумываться о вопросах нации. Они ставили перед собой вопрос: кто мы? Тюрки, татары, булгары или мусульмане? Этот вопрос был достаточно актуальный, он очень хорошо рассматривался на страницах татарской периодической печати, но в то же время надо сказать, что есть такие определенные статьи, в которых рассматривается не только этот вопрос «кто мы?», но и что такое нация. И вот таким вопросом задался Ризаэддин Фахретдинов. В 1917 году в журнале «Шура» он опубликовал статью «Карт милләтләр үләләр, яшь милләтләр туалар». То есть старые нации умирают, молодые нации возрождаются. И в этой статье он раскрыл свое видение развития нации. Почему он взялся за эту статью? С одной стороны, это был ответ западным ученым. Ризаэддин Фахретдинов прочитал в одной из статей, что в начале XX века западные ученые преподнесли человечеству такую науку, как обществознание. И в ответ им он пишет, что западные ученые не сделали ничего нового. Это было уже известно. Еще 500 лет назад Ибн Халдун в своем произведении «Мукаддима» уже говорил о развитии нации, и поэтому западные ученые просто представили новым то, что было известно. Он, конечно, отдает им пальму первенства в том, что они раскрыли эту науку обществознания, расширили ее границы, но пальму первенства он все-таки отдает Ибн Халдуну. Что касается Ибн Халдуна и его видения развития нации, Риза Фахретдинов в этом плане, конечно, несколько его критикует. Допустим, если Ибн Халдун говорит, что у каждой нации есть свой определенный срок жизни, и где-то 100-120 лет. И вот с этим Риза Фахретдин категорически не согласен. Еще возвращаясь о том, как видят оба ученых нацию, допустим, для Ризы Фахретдинова нация – это практически одно и то же, что и государство. Он ставит между ними знак равенства. Конечно, неизвестно, был ли знаком Риза Фахретдинов с голландским философом начала XVIII века Гуго Гроцием, который точно так же ставил знак равенства между нацией и государством, но можно сказать, что их взгляды совпадают. И оба говорят, что нация – это некая политическая общность, которая стремится к самоопределению, если нет у него собственного государства. И нацию объединяют единый язык, символы, традиции. А если вернуться к Ибн Халдуну и его развитию нации и о том, как отреагировал на это Риза Фахретдин, то можно сказать следующее. Как я уже отмечала, что Риза Фахретдинов был против того, что у каждой нации есть определенный срок жизни, то есть 100-120 лет, как говорил Ибн Халдун. И вот в ответ на это замечание Халдуна Риза Фахретдинов ставит перед собой следующие вопросы о развитии нации. Может ли исчезнуть нация? В чем причина исчезновения нации? И какой нужно извлечь урок из того, что нация исчезла? И вот к каким выводам Риза Фахретдинов пришел. Во-первых, он говорит, что любая нация может исчезнуть, и с этим ничего не поделаешь, но и об этом нельзя сильно горевать, потому что это естественный процесс. Нации должны и возрождаться, и умирать. Более того, если когда умирает старая нация, то внутри нее есть каждая мелкие нации, и уже после смерти старой вот эти мелкие новые нации, они наоборот становятся сильными, и таким образом они уже развивают общество. Поэтому исчезновения нации бояться не нужно, наоборот, это приводит к улучшению. Причины исчезновения нации Риза Фахретдин называет несколько. И он пишет, что если нации будут активно смешиваться именно в браке, то более слабая нация, она будет растворяться в сильной, а сильная нация будет как раз обогащаться за счет слабой нации. Вторая причина – это экономическая. Здесь уже несколько пунктов. Один из пунктов – это то, что каждая нация для сохранения своей культурной идентичности должна прилагать финансовые возможности, финансовые усилия для того, чтобы развивать свои традиции, сохранять их. Не только традиции, это касается и еды, одежды. То есть вот для всего этого сохранения нужно прилагать экономические усилия. Если у нации не будет такого стремления к финансовой независимости, к экономическому развитию, то в дальнейшем вот эти традиции, еда, музыка, литература, они угаснут, и таким образом будет угасать нация.
Третья причина – это безнравственность. Надо сказать, что безнравственность – это, в принципе, наверное, одна из самых любимых тем Резы Фахретдинова. И в первую очередь он связывает ее с семьей. То есть нравственность – это некий цементирующий состав в семье, который укрепляет отношения. А семья, в свою очередь, для Резы Фахретдинова – это составляющая нации. То есть каждая нация состоит из семей. То есть получается, если в семье нет нравственности, то и в дальнейшем нация также становится безнравственной и угасает. Четвертая причина – это более, наверное, политическая – это угнетение слабых наций. То есть, по мнению Резы Фахретдинова, если более сильная нация начинает притеснять и угнетать слабую нацию и в дальнейшем ее поглощать, то это становится началом конца сильной нации. Конечно, этот процесс не быстрый, как он говорит, это может затянуться на несколько лет и даже веков, и может даже приостановиться, но для этого нужны некоторые условия. Во-первых, чтобы одна нация исчезла, у нее должен быть какой-то наследник, то есть, видимо, какая-то маленькая нация внутри нее. Или, допустим, если сильная нация, она одумается и прекратит угнетать слабую нацию, то этот процесс приостанавливается. Таким образом, что можно сказать по поводу теории развития нации Резы Фахретдинова? Да, конечно, он несколько путает читателей, проведя знак тождества между нацией и государством, потому что это разные понятия. Но, с другой стороны, он четко показывает, что нельзя притеснять другие слабые, что нужно сохранять свою культурную идентичность. Для этого нужно прилагать экономические и финансовые усилия. То есть, по сути, для Резы Фахретдинова получается, что эта нация должна развиваться в политико-культурных рамках. С одной стороны, даже если нет у него государства, у этой нации, она должна стремиться к самоопределению, то есть она может быть лояльна государству, в котором эта нация проживает, но с другой стороны, она должна требовать для себя тоже каких-то прав, которые защищали бы эту нацию. То есть, с другой стороны, культурная идентичность составляет для него тоже важную составляющую, потому что без знания языка, без знания литературы, истории, без сохранения всех традиций, сохранение нации невозможно. Конечно, для начала века, и тем более сейчас, взгляды Резы Фахретдинова на развитие нации достаточно наивно выглядят, но можно сказать, что они актуальны и сейчас.